Строительство полигона в селе Кацикыт Гулрыбского района началось в октябре 2021 года в рамках инвестпрограммы. О проделанной работе главе государства доложил начальник УКС Тимур Агырба. Финансирование мероприятия было распределено на 2 года. На текущий момент завершается первый этап строительных работ. На полигоне площадью 12 гектаров уже обустроен котлован для отходов. Установлена сортировочная линия, которая будет сортировать около 215 тысяч кубов мусора в год. Сортированный мусор подается на прессовочную ленту, там он прессуется, и это уже вторичное сырье, которое можно будет реализовывать, предприятие, которое будет здесь работать, но его будет. Все остальное подается вот на 2 ленты, под лентами будут стоять грузовые автомобили, которые будут свозить на котлован. Это все органика, которая будет в котловане прессоваться тоже бульдозерами, катками. В принципе, весь процесс. Весь цикл такой. 12 человек внутри контейнера работает, 12 постов на самом предприятии. Внутри этого предприятия там до 25 человек должны работать, чтобы его обслуживать. Это водители, операторы, там, управляющие и так далее. Приблизительно на 5 лет котлован первый нам хватает. Потом следующие карты надо будет расширять котлованы, то есть следующим этапом еще один. В год у нас сколько? 215 тысяч. Это то, что может обработать эта сортировочная линия. Ориентировочно такой же объем мусора у нас и в Гулрыбще, и в Сухуми, но так как сортироваться этот мусор будет, и процентов 25 всего будет попадать на котлован. Остальное все будет прессоваться, и это будет вторично. Этого котлована одного хватит на При 5 правильной лет. сортировке первый котлован хватит на 5 лет. Уже года через 4 надо будет начинать второй котлован. Весь вот этот комплекс у нас изначально стоил 112, но после пересчета в 2022 году 136 миллионов стоимости этого объекта. На втором этапе планируется строительство очистных сооружений. Оборудование производят в Подмосковье. Примерно через 3 месяца оно будет на месте, после чего приступят к монтажу. Вдоль котлована уложены дренажные трубы, по которым будет поступать вся сточная вода. 12 человек будут сортировать мусор, извлекая из него фракции металла, пластика, бумаги, стекла. Затем органические отходы, которые будут сбрасываться в котлован и утрамбовываться. Когда котлован заполнится, будет произведена рекультивация земель. Далее в администрации Гулрыбского района состоялось совещание президента с активом района. В работе приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Арзанба, министр внутренних дел Роберт Киут. С докладом о деятельности администрации района за первое полугодие выступил глава администрации Саид Харази. Доходная часть бюджета района за отчетный период выполнена на 104%. При плане 116 миллионов рублей фактические поступления составили 120 миллионов. Из них собственные доходы 43 миллиона рублей, при плане 39 миллионов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление собственных доходов увеличилось на 5 миллионов 350 тысяч рублей, или 14%. За второй квартал исполнение составило 110%, при плане 20 миллионов 500 тысяч рублей. Фактическое поступление составило 22 миллиона 700 тысяч рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года около 3 миллионов, или 15%. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог, удельный вес которого составляет 56%. За первое полугодие 2023 года было поступление в виде дотаций из республиканского бюджета в сумме 25 миллионов 700 тысяч рублей. При плановом показателе 24 миллиона 900 тысяч рублей, или 103%. И субсидий 48 миллионов 40 тысяч рублей. При плане 48 миллионов 245 тысяч рублей, или 99%. Также было поступление из резервного фонда президента на сумму 350 тысяч рублей для оказания материальной помощи гражданам, домовладения которых пострадали в результате стихийного бедствия к концу 2022 года, 5 семьям по 70 тысяч рублей. А также из резервного фонда Кабинета министров в сумме 3 миллиона 538 тысяч рублей, 3 миллиона на приобретение 2 единиц спецтехники для нужд ЖКХ, 538 тысяч для покупки насосов
Расходная часть бюджета выполнена более чем на 94%. При плане в 128 миллионов рублей израсходовано более 121 миллиона, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные расходы приходятся на образование почти 45% от общей суммы. Саид Харари рассказал, что до войны в Гулырбском районе функционировало 13 объектов санаторно-курортного назначения различной категории. В настоящее время восстановлен и функционирует только один объект. Произведена реконструкция бывшего дома отдыха Совета министров Абхазской ССР. 4 объекта на стадии проектирования: дом отдыха Лазурь, дом отдыха Тольятти, дом отдыха МВД, пансионат Агудзера. В последнее время наблюдается тенденция на увеличение обращений граждан по вопросу выделения земельных участков от строительства объектов санаторно-курортного назначения. Администрацией Гулибского района представлены под эти цели земельные участки площадью 17,5 гектаров 19 юридическим лицам. Введены в эксплуатацию 3 объекта. На стадии проектирования и строительства 10 объектов. Особое внимание в районе приковано к вопросам реконструкции аэропорта. Открытие аэропорта придаст импульс и внесет существенное развитие национальной экономики, туризма, сельского хозяйства и других сфер жизни, как района, так и республики в целом. Всего в Гулырбском районе за первое полугодие текущего года зарегистрировано 978 налогоплательщиков. Плановые показатели налоговых и иных платежей за первое полугодие выполнены более чем на 125%. Динамика роста составила более 117%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями прошлого года составила 11 миллионов 21 тысячу 600 рублей. За аналогичный период прошлого года при плане 30 миллионов 783 тысячи 700 рублей поступления налоговых и иных платежей в бюджет составили 46 миллионов 277 тысяч рублей. В разрезе по видам налоговых платежей плановые показатели выполнены по всем видам без исключения. Общий объем пахотных земель в этом году в районе составил 800 гектаров. Районная администрация за счет бюджета средств вспахала более 86 гектаров земли для семьи погибших и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Основное сельскохозяйственное направление района – цитрусовые. Количество цитрусов по состоянию на 01.01.23 года передано из государственного сектора в аренду 233 гектаров или 100 200 корней. По данным сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2022 году, в частном секторе цитрусовые занимает 893 гектаров или 430 тысяч корней. Производство цитрусовых в 2022 году это был рекордный урожай более 22 тысяч тонн. Производство цитрусовых в Абхазии до войны 120-130 тысяч тонн, а в Гулырбском районе от 30 до 40 тысяч тонн. В настоящее время серьезным показателем является отсутствие переработки сельхозпродукции. Переработкой цитрусовых плодов до войны занимался Дранский консервный завод. На заводе производили концентрат мандаринового сока. По количеству и ассортименту произведенной продукции, к сожалению, данные не сохранились. Из субтропических культур района выращивают хурму, это 12 100 корней, фейхоа 32 900 корней, инжир 8 600 корней. Кроме этого, после войны с 2004 года ОАО «Вины и воды Абхазии» заложили 250 га виноградников. Вы это знаете, это Владимировская зона, Шапах и Дранды. В течение первого полугодия в районе была проведена работа по расчистке линии электропередачи протяженностью 50 километров. Заменены 35 рубильников, восстановлены высоковольтные кабели, заменены на железобетонные 143 деревянные опоры. Было установлено дополнительно 11 трансформаторов. Как сообщил начальник РЭС Гулырбского района Зураб Ханагу, за последние 6 месяцев было установлено 132 прибора учета электроэнергии. Аслан Георгиевич, после вашим указом, как был создан штаб при районе, после этого вот нагрузки на сегодняшний день у нас стремительно снизились и на сегодняшний день составляют, еще раз хочу повториться, 14 мегаватт. Отсутствие сверхнормативных нагрузок позволило представить тех условия на подключение к энергосетям объектов малого и среднего бизнеса по различным видам предпринимательской деятельности.
до 4 мегаватт. Пользуясь возможностью, хотим отметить, что руководство Черноморэнерго проявляет понимание и поддержку, в частности, технического оснащения гуллипского филиала по трансформаторам, сыпам и опорам. Вместе с тем, гуллипский филиал Черноморэнерго испытывает серьезную потребность в спецтехнике. Физические лица за последние полгода в процентном соотношении составило 25%. Процент оплаты за потребленную электроэнергию юридическими лицами за последние 6 месяцев составило 71%. Для улучшения динамики собираемости средств за расход электроэнергии считаем необходимым установить счетчики дистанционного управления. Этим мы уменьшим присутствие человеческого фактора, то есть инспекторам не всегда удается достучаться до дверей абонентов. Аслан Бжани подчеркнул, что ситуация с собираемостью платежей за электроэнергию должна измениться. Мы можем оказаться, если мы не будем платить за потребленную электроэнергию, в еще худшем положении. Я не думаю, что тут проблема только в том, что людям нечем платить. Нам надо хорошо еще подумать активу, руководству района, как сделать так, чтобы платежи все-таки были. Уровень повысить. Но если бы не платило 30%, 40%, это было бы понятно. Как вы оцениваете уровень жизни жителей Гуллипского района? Вот 15% заплатили, 85% не заплатили. Это категория, которая не может себе позволить, или наоборот? 15 не могут себе позволить, а 85 могут. Я все-таки думаю, что могут. Поэтому тут надо этой проблемой заниматься более, может быть, системно. Главы администрации сел на местах должны подключиться и называть вещи своими именами. И неплательщиков тоже. За 6 месяцев текущего года в Гуллипском районе совершено 22 преступления. Из них 21 раскрыто, что составляет более 97% раскрываемости. Начальник Гуллипского РОВД Резу Гулари отметил, что проводятся различные мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение правонарушений и преступлений в отношении туристов. В ночное время суток сформированы мобильные патрули для предотвращения различных видов правонарушений. В дневное время выставлены пешие патрули и автопатрули, также с целью предотвращения каких-либо незаконных действий, направленных в отношении отдыхающих. За отчетный период времени в отношении отдыхающих не было совершено преступления. За 6 месяцев следственной группы ОВД по Гуллипскому району принято к производству 10 уголовных дел, возбуждено 8 уголовных дел. Число обвиняемых, направленных лиц в суд 5 человек. Так. Службой АГАИ было выявлено 3130 нарушений правил дорожного движения. Аналогичный период прошлого года было 1682. За управление в транспортном средстве в состоянии опьянения 301, за превышение скоростного движения 196, нарушение правил обгона и дорожной разметки 360, управление оформленным транспортом без госномеров 68, нарушение правил пользования ремней безопасности 450, прочие нарушения 1512. В прошлом году было 584. На территории обслуживаемой территории оштрафован за 6 месяцев по протоколам на сумму 2 332 000. За управление транспортом в нетрезвом состоянии лишено права вождения 146 человек. Над чем нужно работать? Надо работать дальше над тем, чтобы не было никаких фактов укрытия преступления. И посмотреть, что происходит на трассе. Из 17 фактов, получивших ранения, все на трассе. Из 5 погибших, все на трассе. Из 9 всего ДТП зарегистрированных за полгода, все на трассе. То есть то, что Александр поручили, в Гуллипском районе есть возможность выполнить раньше всех. Если сконцентрировать внимание службы ГАИ, личного состава в целом, на обслуживание трассы. Получается, что в сельских населенных пунктах, коих много в Гуллипском районе, обстановка по линии ДТП благополучна. И надо сконцентрироваться вот на этой теме. Но если о ретроспективе, Гуллипский РОВД во все времена был очень мобильным органом. Если помочь сейчас с техникой, с чем-то еще с личным составом, потому что это и не комплект не высокий,
надо будет поработать над качеством и получить. Завершу тем, с чего начал. Для инвесторов быть привлекательный район. Итоги совещания с активом Гулрыбского района подвел президент Аслан Бжани. Я внимательно слушал выступающих. У меня были материалы, я с ними ознакомился, прежде чем сюда приехать. Видно, что работа продолжается, есть определенная динамика, но я исхожу из того, что нам необходимо нашей работе придать дополнительный импульс, потому как и у района, и у республики в целом есть потенциал, который не раскрыт. Потенциал он может остаться нераскрытым, если не приложить должное, нужное усилие для его раскрытия. Что я имею в виду? Вот выступал начальник налоговой инспекции, и вот вы называли цифры о том, что налоговое поступление и в прошлом году, и в этом году, вы сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, есть сверхплановые доходы. И это, конечно, хорошо, но нам нужны другие результаты. Вот глава района информировал, мы обсуждали, конечно же, Гулрыбский район имеет колоссальные возможности. Как свидетельствует статистика, в районе проживало 55 тысяч жителей до военный период. Сейчас проживает что-то около 18 тысяч жителей. И тут один из самых высоких процентов занятости по всей Абхазии. Ну и продукция сельского хозяйства, которая производилась или выращивалась в советский период, и то, что делается сегодня, там цифры очень существенным образом разнятся. Те же цитрусовые объемы в советский период были в 2 раза больше. Это говорит о том, что у нас есть куда расти. Мы в эту отрасль должны привлекать инвестиции. Мы занимаемся тем, что пытаемся поддерживать сельскохозяйственную отрасль. Государственный бюджет на эти виды работ имеет определенные, скажем так, цифры. По-моему, даже в вашем районе на 8 миллионов рублей, да, отобраны программы. Это программа, которую реализует Министерство сельского хозяйства. Конечно, это хорошо, потому что такого не было. Но этого очень мало, коллеги. Этого очень и очень мало. Нам необходимо думать над тем, вот Гулрыбский район – это маленькая Абхазия. У нас примерно везде такие проблемы. А особенность Гулрыбского района еще состоит в том, что он, наверное, в большей степени, чем любой другой район, интернационален. Хотя бы в Гагре, наверное, то же самое. Я считаю, что это плюс. А вот как нам сделать так, чтобы наши возможности были больше? Как нашим возможностям расшириться? Самая главная задача, которая стоит у руководства страны, это обеспечить, первая и самая главная задача, это обеспечить безопасность наших граждан в самом широком смысле этого слова, начиная от военной безопасности. Как это сделать, не имея на то соответствующие возможности экономические? Поэтому мы можем долго говорить, мы можем, скажем так, обсуждать разные проблемы, и в конечном итоге решение большинства проблем, и не только проблем безопасности, социально-экономических проблем, социальных проблем, будут упираться в то, что не хватает денег в бюджете. Поэтому параллельно вот эти вопросы нам необходимо решать. Обеспечение безопасности государства и решение экономических вопросов. Президент напомнил, что по его инициативе и поручению правительством подготовлена программа развития туристической отрасли. Знаете, как идет обсуждение, в том числе в парламенте, общественной партии и движения. Очень много в этом вопросе, на мой взгляд, это вопрос, который в большей степени является экономическим, он политизирован. Да, это шаг, который ранее нами не был совершен. Какие этот шаг могут нести риски? Вот в этой плоскости обстоятельного разговора мы хотим и ждем. У нас есть что ответить. У меня, как у президента, как у членов
у Кабинета министров, у министров, для чего это делается, как нам обеспечить быстрый рост. Вот я, глава района, докладывал, да, у нас есть такие планы, мы очень надеемся, на то, что этот план будет реализован по восстановлению воздушного сообщения между Абхазией и Россией. Но вы, жители Гулибского района, знаете о том, что насколько это было, скажем так, во всех отношениях хорошо, полезно, когда работал аэропорт. Старшее поколение знают. Целый город был основан в связи с тем, что был аэропорт. Но даже в советские времена Сухумский аэропорт не был прибыльным предприятием. Все это работало в рамках Министерства гражданской авиации. И в целом эта отрасль была прибыльной, и отрасль датировала там отдельные свои составные предприятия. Что и было на примере города Сухум, аэропорта города Сухум. Сейчас для того, чтобы реализовать такой масштабный проект, который нам очень необходим, в крайней степени необходим, туда необходимо вложить большие деньги. У государства денег нет. Значит, речь идет о том, чтобы привлечь инвестора. А инвестор – это человек, который рискует своими деньгами. Он должен видеть горизонт, когда эти деньги могут быть ему возвращены. Нам с вами, жителям Абхазии, важно, чтобы предприятие работало, чтобы воздушный мост был налажен. По большому счету риски на себя берет инвестор. И для того, чтобы эти риски были минимизированы, мы должны, во-первых, как это делается у вас и неплохо делается, обеспечить безопасность наших граждан. Я уже имею в виду не военную, общественную безопасность, общественный правопорядок. И предложить данному инвестору максимально удобные условия. Потому что речь идет о частных деньгах, государство такими деньгами не располагает. И если нам вместе удастся выйти на решение данного вопроса, конечно же, очень многое изменится к лучшему. Очень много изменится к лучшему. Я сейчас говорю об этом очень осторожно, потому что еще есть над чем работать. Да, межправительственное соглашение было подписано. Сейчас идет работа уже над проектом договора конкретно с инвестором, порядок его отбора и так далее. И пока это все не состоится, мы можем говорить, что предположительно и так далее. Вот глава района выступал и рассказывал о том, что есть планы по строительству отелей. Предположительно это будет, он называл цифры, поступления в бюджет столько-то рабочих мест. Пока чаще всего мы можем и пользуемся таким термином, как предположительно, потому что твердого движения вперед мы еще обеспечить не смогли. Программа развития туристической отрасли нуждается в поддержке граждан. Риски для инвестора имеются, и они понятны, но нужно сделать все, чтобы их минимизировать, подчеркнул Аслан Бжани. Сочинский аэропорт в прошлом году обслужил 11 миллионов туристов. 11 миллионов пассажиров и 7,5 миллионов туристов. Но 7,5 миллионов туристов в Сочи не приехало бы, если бы у них не было средств размещения. В Сочи средств размещения больше, чем у нас, почти в 7 раз. У нас около 45 тысяч организованных мест размещения. Там больше 200, намного больше 200. Поэтому такой туристический поток и возможно обеспечить. А как это увязать к аэропорту? Те, кто вкладывают деньги в аэропорт, они каким образом должны свои деньги отыграть? Только за счет того, что будет серьезный туристический поток. И поэтому параллельно мы все это делаем. Это вещи, которые увязаны. Когда некоторые люди говорят о том, что создаются какие-то анклавы, что это может привести к изменению демографической ситуации в Абхазии, это ни в коем мере не соответствует действительности. Демографическая ситуация или население Абхазии – это люди, которые проживают постоянно в Абхазии и имеют абхазское гражданство. Как раз-таки закон и предусматривает, и там четко прописаны дополнительные условия, которые исключают приобретение гражданства, автоматическое приобретение гражданства или приобретение гражданства вообще в отношении лиц, которые могут быть владельцами данной коммерческой недвижимости. Учитывается фактор войны, которая относительно недавно у нас прошла. Все это продумано. Но
тем не менее дискуссия имеет место быть. Вот мы с вами называем цифру, да, объемы сельхозпроизводства, 20 тысяч тонн цитрусовых, ну и какое-то количество других культур. Сегодня наша страна производит, по данным нашего Министерства сельского хозяйства, сельхозпродукцию примерно там, на 2,5 миллиарда рублей. Ну, если мы сумеем, эти вещи надо запараллелить, запустить программу строительства апарт-отелей. Если мы сумеем с помощью вот этого увеличить поток туристов, потребителей нашей продукции, если эта программа будет принята и реализована, а для того, чтобы она была реализована, ее нужно только принять, я не сомневаюсь в том, что она будет реализована, мы можем загрузить наших аграриев дополнительной работой. Мы можем увеличить в несколько раз, в 5 раз объемы сельхозпродукции, которые могут быть реализованы на территории Абхазии. Эти цифры просчитаны, эти цифры известны, они есть в наших расчетах. И еще на что я хотел обратить ваше внимание. Да? Мы с вами люди, которые должны прогнозировать ситуацию на 5, на 10 лет, на 15. Вот сейчас мы уже остро испытываем проблему, связанную с энергетикой. Летом более или менее дела обстоят, зимой, значит, мощностей не хватает, потому что люди переходят все на отопление, на вся горячая вода, значит, на электричество и так далее. Это надо менять. Для того, чтобы это поменять, мы в свое время обратились в соответствующие институты проектные. Нам подготовили проект, вернее, схему газификации Республики Абхазия. Но для того, чтобы эта схема была реализована в практической плоскости, для того, чтобы в газовую отрасль Абхазии были вложены существенные средства, тот же инвестор должен понимать, в какие сроки произойдет окупание этих средств, кто будет конечным потребителем. И вот когда, как известно, газ может стать источником, в том числе газовая генерация – это источник появления новой электроэнергии, там есть определенные расчеты. Сегодня у нас те тарифы, которые существуют, это долгая история. С учетом наших тарифов, газификация Абхазии и генерация электроэнергии с помощью газа – это схема тяжело реализуемая. Но если у нас будут крупные игроки в туристической отрасли, отели, апарт-отели, с ними по-другому. Мы изучаем этот рынок. Стоимость электроэнергии для бизнеса в том же Адлере или в Олимпийской деревне киловатт около 8 рублей. Соответственно, газовики считают, там 3,5 рубля, 4 – это та цена, которую они могли бы предложить. Понятно, что население не может купить, но крупные отели, крупные ательеры такую электроэнергию купили бы. И это бы разгрузило нашу систему. Потом мы перешли бы ко второму этапу. Самое главное, чтобы этот продукт был, покупатель на него найдется. Если будет соответствующий туристический поток, у нас будет работать на другом уровне Абхазская железная дорога. Для того, чтобы Абхазская железная дорога работала на другом уровне, необходимо туда вкладывать деньги. А люди – это и есть деньги, которые принесут, там, в качестве билетов оплатят, грузами будут. Поэтому это все взаимосвязано. Наша железная дорога сегодня показывает неплохие результаты, но то, что было с Советским Союзом, это колоссальная разница. Это как раз-таки о том потенциале, которым мы располагаем, и он не задействован, потому что мы в этом смысле должное решение к сегодняшнему дню еще не принимали. Или же вот сейчас вот запустили морское сообщение, пошел круизный корабль. Старшее поколение помнит, что это было обычное явление в советское время. И не один круизный корабль, там 3 круизных корабля одновременно пришвартовывались к порту, и бывали случаи, когда на рейде еще стояли. Это же поток людей, это же развитие экономики, это же торговля, это развитие, значит, малого бизнеса. Но я все начал, если вы помните, с безопасности, а потом уже перешел на вопросы экономического развития. Вот задачи, которые мы должны с вами решить. Вот здесь, на этом уровне, когда я говорю вам об этих проблемах, я свою миссию воспринимаю
именно таким образом, чтобы решить эти проблемы, чтобы наши граждане жили лучше, чтобы качество образования было лучше, чем есть, качество медицины, качество автомобильных дорог и всего качество жизни, чтобы стало другим, чтобы люди не уезжали. У нас же отток происходит. Мы же сегодня обсуждаем итоги деятельности. Это слово «деятельность», если на второй план, итоги нашей работы. Что мы наработали во всех сферах. Сколько урожая мы вырастили. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы наши семьи жили богато. Для того, чтобы наши семьи, наши люди, наши граждане жили долго и счастливо. Чтобы они были в достатке. Чтобы сохранить свою идентичность. Чтобы никто на нас не посягал. Чтобы наши вооруженные силы были адекватны той угрозе, которая может быть. Мы поэтому сегодня, по большому счету, здесь собрались. И эти цифры обсуждаем. Потому что они характеризуют состояние наших с вами дел и наших текущих возможностей. Вы знаете, чтобы сохраниться, надо измениться. Если наши подходы не будут меняться, результат нашей деятельности будет такой, как был. Значит, нам нужны новые подходы, нам нужны новые решения, и их бояться не нужно. Я хочу вас проинформировать. Эта идеология является идеологией руководства Абхазии и всех ответственных лиц. То, что мы хотим сделать, направлено только на то, чтобы укрепить нашу обороноспособность и повысить качество жизни для наших граждан. Чтобы Абхазия стала тем местом, где жить удобно, комфортно и симпатично. Аслан Бжани также особо подчеркнул, что состояние дел в вооруженных силах требует повышенного внимания, и руководство страны в этом вопросе предпринимает серьезные усилия. Наши вооруженные силы, несмотря на сложности, тоже прогрессируют. Мы знаем наши проблемы, и вы знаете об этом. В последнее время существенное повышение бюджета для Министерства обороны. Мы тоже проводим часто учения и между нашими вооруженными структурами вооруженных сил и вместе с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации. Мы готовы, наши вооруженные силы, вместе с нашими ополченцами, отразить агрессию противника. Но очень важно, противник он один или со своими союзниками. Вот о чем идет речь. Сегодня с Россией сколько государств воюет? Вот и вся история. И с нами будут, скорее всего, воевать все вместе в союзе. А об этом идет речь. Значит, мы должны быть вместе в этом смысле, в плане обеспечения военной безопасности с Российской Федерацией. И мы допустили стратегически важную ошибку, масштабнейшую ошибку в свое время, не создав, имея такую возможность, еще одну военную базу в Ачимчирском районе. Я об этом говорил и еще раз говорю. Это была серьезнейшая ошибка. И когда некоторые общественные деятели комментируют данное событие по-своему, вы им не верьте. Там речь не шла о том, что нужно было передать в собственность 50 гектаров в селе Меркула. Российской Федерации нет. Так же, как и все остальные военные базы или пограничные городки, на таких же условиях. Земля должна была быть в аренде. При этом наши вооруженные силы должны были быть переоснащены современными видами вооружения. И вот этот вопрос тоже был политизирован, и в конечном итоге мы не получили результат. Это история, которая длилась с 2015 по 2019 год. В 2019 году на этой истории поставили жирный крест. И это сделала в большей степени абхазская сторона. И я хочу, чтобы вы об этом знали. Я бы не хотел, чтобы в других вопросах, очень важных, о которых я говорил чуть выше, мы не наступили на те же самые грабли. Отторгли то, что предлагается, не имея никакой альтернативы. Кстати, мы нашим оппонентам и говорим, если вам не нравится то, что предлагается в плане развития туризма и смежных отраслей, это туризм, строительство, сельское хозяйство, торговля, сфера бытового обслуживания,
и так далее. Тогда вы предложите что-нибудь в качестве альтернативы, которое может работать так эффективно и быстро решить наши задачи. Нет ничего в ответ. У министра иностранных дел Абхазии поинтересовались, могла ли отразиться на Абхазии попытка мятежа в России. Инал Ардзенба рассказал, что если бы ситуация не стабилизировалась, то Абхазия оказалась бы в зоне прямого военного столкновения. Серьезная, очень важная ситуация в России была весьма напряженная. Президент Российской Федерации Владимир Путин был вынужден совершить и принять экстраординарные меры по обеспечению безопасности в Российской Федерации. Президент Республики Абхазия высказал поддержку. Это могло бы очень серьезно повлиять на ситуацию в Республике Абхазия. Вы знаете, что руководство Грузии провело закрытое заседание Совета Безопасности. И не только представители оппозиции, но и представители действующего руководства Грузии обсуждали наступательную операцию по отношению к нашей стране. И если бы ситуация в России не стабилизировалась, то мы бы с вами могли оказаться в ситуации прямого военного столкновения. Поэтому полностью поддерживаю слова президента о том, что нам нужно менять подходы. Мы сегодня находимся в очень сложном положении, прежде всего социально-экономическом, которое нужно менять для того, чтобы быть готовыми к тем вызовам, которые могут быть сегодня, завтра или послезавтра. То, что ситуация стабилизировалась, это достижение президента России. Однако же в мире ситуация очень сложная, и никто не знает, что будет дальше. Как себя поведут различные партнеры, с которыми Россия ведет диалог. Руководитель района правильно отметил, что может быть, не весь мир воюет с Россией, но его значительная часть. Это прежде всего англосаксонский мир. При этом Россию поддерживают многие страны, и страны Африки, скажем, лидеры стран сейчас поедут в Россию на большой форум. Это и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, страны Латинской Америки. И мы, как надежные союзники Российской Федерации, стоим рядом. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать еще раз, что ситуация очень сложная, ситуация непредсказуемая, и нужно готовиться к разным сценариям. Это крайне важно. Нам нужно объединиться, нам нужно вырабатывать новые экономические программы и идти вперед, и сделать шаг в будущее. На встрече с активом Гулырбского района также выступил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. Вот какая полезная встреча сегодня. Это радуется душа. Радуемся мы все от таких встреч. Президент, премьер, министры, глава. Вот мы все родные сидим и обсуждаем. Есть, конечно, какие-то недостатки. Но это недостатки надо исправлять. Вот это с помощью Божией, через человеколюбие проявлять, а не делать какие-то агрессивные выпады устами своими в адрес себе подобного. Это мы, родные, и как иногда бывает, мы выходим эмоционально, начинаем обращаться к друг другу. Это не нужно, это не угодно Богу, это не угодно никому. Это было первое выездное совещание президента в этом году с активом района по подведению итогов деятельности администрации за первое полугодие текущего года. Глава государства проведет аналогичные встречи и с активами других районов Абхазии. Алька Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.